В месяц в нашу семью уходит порядка 80 тысяч, чтобы только приобрести лечебное питание ребенку. Это, по словам Анастасии Линстер, практически вся пенсия по инвалидности. У ее сына ДЦП и эпилепсия. В 17 лет мальчик весит всего 22 килограмма. Нужны лечебные смеси, но они не входят в перечень специализированных продуктов, утвержденных правительством. А значит, бесплатно не выдаются. Данное питание очень дорогое. Минимальная сумма одной банки там 600-800 рублей. А таких баночек с сухой смеси нужно на месяц от 10 и более. Мы обращались в прямую линию к Путину. Казань, Набережные Челны, Елабуга, Бугульма. Еще более 30 родителей столкнулись с проблемой предоставления лечебного детского питания. Но это только часть вопросов по здравоохранению, обработанных Общероссийским народным фронтом. Всего их 174. И 1/3 касается проблемы лекарственного обеспечения. Врач лечащий выписывает там рецепт пациенту, да, он идет, скажем, там в аптеку или обращается в ФАП, а это лекарство отсутствует. Как решаются эти и другие обращения граждан, говорили сегодня в Минздраве. По словам специалистов, есть препараты, которые стоят заоблачно дорого. Один из них – Спинраза. За него пациенту придется отдать почти 8 миллионов рублей. А нужны сразу 6 флаконов. Этой проблемой занимаются на федеральном уровне. И, скорее всего, этот препарат будет вводиться в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Нехватка врачей первичного звена – еще один вопрос. Отсюда и проблемы с записью на прием. С ней жители обращаются в народный контроль. Принимаются конкретные меры для улучшения и качества работы в первичном звене, и дополнительное финансирование заработной платы, и другие социальные льготы. Отдаленность и неукомплектованность ФАПов. Некоторые фельдшеры уже сами обращаются в ОНФ. Важнее найти системные проблемы, чтобы наш Народный фронт, общественность эти проблемы донесла до власти и решила их. Обработанные обращения татарстанцев ОНФ передает в министерство. Следующую встречу проведут уже судебными приставами. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.